Сегодня в Магасе состоялось внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии. На повестку дня было вынесено несколько основных тем, среди которых парламентарии рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания Мусы Гарчханова и признание полномочий депутата Магомеда Яндиева. Подробности у Индиры Манкеевой. Вакантный мандат вчера на заседании избирательной комиссии Республики Ингушетия был передан Яндиеву Магомеду Джабраиловичу. В соответствии с нашим регламентом сегодня мы должны рассмотреть постановление о признании полномочий депутата Народного собрания Республики Ингушетия 6-го созыва Яндиева Магомеда Джабраиловича. Депутатские полномочия Магомеда Яндиева признаны. К нему переходит мандат экс-председателя парламента Зелимхана Ивлоева. Обращаясь к своим коллегам, Яндиев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что у них впереди большой фронт работы. Одни уходят на должности, другие приходят. Но все мы делаем одно общее дело. Общее дело – это строить нашу родную республику. А Муса Гарчханов сегодня сложил свои полномочия. В процессе модернизации состава правительства региона он с должности депутата парламента перешел в правительство в качестве зампреда. Руководителя аппарата правительства Муса Гарчханов поблагодарил весь депутатский корпус и аппарат парламента за совместную работу и за опыт, который он здесь приобрел. Хотел поблагодарить вас всех за ту поддержку, которая мне была оказана за эти 2 года. Я был спокоен, я был уверен, находясь среди таких мудрых, опытных людей, и набрал дополнительный опыт для себя, работая здесь в парламенте. Поэтому хотелось сегодня поблагодарить за поддержку, за взаимодействие. Далее депутаты рассмотрели основную повестку заседания. Яхья Белхароев представил коллегам проект закона о сохранении принятых и действующих социальных льгот для попадающей под них категории населения. Необходимость данного законопроекта возникла в связи с тем, что готовится по предложению федерального центра закон о пенсионной реформе Российской Федерации. В частности, предлагается повысить пенсионный возраст, и наши депутаты, практически весь состав депутатский, вышел с инициативой и подготовили данный законопроект, в соответствии с которым все ранее принятые законами льготы на территории Республики Ингушетия, они будут действовать независимо от увеличения пенсионного возраста. То есть для мужчин 60 лет и для женщин 55 лет, так же, как и раньше действовали льготы, будут действовать. Индира Манкеева, Майрбек Миржоев. Новости 24.